В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Традиционные семейные отношения. Всем известно, какое внимание уделяется в Чеченской Республике Институту семьи. Наша республика обладает уникальным опытом. Вице-премьер Айшат Кадырова обсудила планы мероприятий, приуроченного к году семьи с чиновниками. Важное событие. Просторный зал и прохладная атмосфера. В таких условиях совершать поклонение Всевышнему будет приятно абсолютно каждому верующему. В селении Урдюхой состоялась торжественная церемония открытия новой мечети. Об архитектурной концепции Турбалали Тайсумов. Мечты сбываются. В селении Бельтой-Юрт при содействии заместителя председателя правительства Айшат Кадыровой проложили асфальтированную дорогу. Пятница. Дарит благословение верующим, в которые они могут стать ближе к Творцу и заработать множество наград. В этот день мусульмане устремляются в святыни для выполнения обязательной джума молитвой. Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил рузба намаза в мечети имени любимого дяди-посланника Хамзата. Богослов Аслан Абдуллаев рассказал о важности и пользе чтения салаватов за пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Он привел хадис, согласно которому после смерти человеку нет никакой пользы ни в имуществе, ни в многочисленных родственниках, ибо единственное, что он может забрать с собой, это поклонение и благие дела. В завершении хутбы имам попросил у Аллаха обрадовать скорейшей победой чеченских бойцов, которые вдали от своих близких и родных сражаются на Украине за религию и родину. عمل الشيوخ يرى الدنيا نشوح آخر تعوية ديوتسو آخر عملوا ويكشغور العملوا دلع أس عمل الشيوخ أحس عملوا دنيا نشوح قونا خشون كرور يلش عملوا دنيا نشوح دائما تنسخر العملوا دنيا نشوح غير نيخ بالغ سينغت ميق حلق وقش العملوا ديل يلشنو شي حديث عبد القل ديكنا يعمل هو يهون ألشا ديل يلشن دلين دول صلواتو ديل يلشن دلين دول صلوات ديل يلشن أصحاب وخيت شيء ديل يلش شين مقخينا أتصلحون صلوات دلشا ألش تل سو وولشا تل سو وول ألش ديل يلش نهال حصو ميل وول دال غير دعي يروح بال دعي بيربوح إنوش يشتي يردوها ألا تنه مثلا وين مثلا ويش ولشا صالح مغامسي بوشا وق إمام ولشا حرس إنا إمام ولش ولا تو ديتس شيء داخل حيل دول مثل ديتس ديل يلشن صلوات دلر دقة دق لزر دولش بلني زكايشرشا أز دقن أبيراتي يرشين أبيراتي ينيال شول تحشي دقة حاجة شيء خيل شول بقو بولسينغا تمقوش بيلر ليرشا يغ أبيراتي يز إلش يغ والله شا شو شول أو خير مويليرشا بوس ما بحنيرشا إيمانخ مويخنيرشا أبيرسون شو يز ما إلش يغ شا أبيرسون شو يكيشن بشولش تأخواتن شاكيش وشلو تعجين زود بيرو لرشيك إميلا يرتغاشين يشا إماموي سنة تغار بوغ شي داخر ديسر دي شوي زود بيرو لرشيك حيحانك ديل يلشن صلوات الله ديل يلشن ديلن دو صلوات وغير بالا دعي بوهنا تونغ يحا خيات شو يلخ ويلخش ديل يلشن صلوات دي لرشا أبيرسون شو يجيرشا أبيرسون شو حون خواتي نولتروم دعي الله ميشيغنا تغا الآر ويقرشا شا أتومن تيشل دينا وشائلرا وزي سيلا وجدال ويبهمرن عليه الصلاة والسلام ويدلش دول صلواتك بحان خل ويغازو دوقش بول ويك انتي طول ما تسابيرز بويل كريست يشويل ظلم هو يشويل إبليس توبو يشويل وزي سيلا وجدال ويدال يلشن دلش دول صلواتك بحان دين دالة وي نيقع ويدالة مخ داوين والويفاتش عالش بيش سونسين أهل عالش بيش إموكش ماش ليلوش دال قابل دول ويدلش دول صلوات 2024 в России проходит под эгидой Года семьи. Смысл жизни каждого человека. Ход реализации плана мероприятия обсуждалось на совещании в правительстве под руководством вице-премьера, председателя Организационного комитета Айшат Кадыровой. Чиновники обсудили текущие успехи и предстоящие шаги в реализации запланированных инициатив.
чему было уделено особое внимание в следующем сюжете. Собравшиеся обсудили результаты проделанной работы и обозначили дальнейшие цели. Айшат Рамзановна подчеркнула, в субъекте уделяется огромное внимание Институту семьи. По поручению главы Чеченской Республики регион с начала года принимает активное участие в организации и проведении мероприятий. Как мы знаем, в целях сохранения традиционных семейных ценностей президентом России 2024 год объявлен годом семьи. В соответствии с указом правительства России образован оргкомитет, а также утвержден план мероприятий, создан оргкомитет и утвержден план мероприятий в Чеченской Республике. Всем известно, какое внимание уделяется в Чеченской Республике Институту семьи. Наша республика обладает уникальным опытом. К примеру, в рамках поручения главы духовенства на постоянной основе работает по реализации программы по гармонизации брачно-семейных отношений. За период 2017 года это позволило воссоединить 2644 семейные пары. Одним из самых ключевых и интересных мероприятий Года семьи стал республиканский конкурс «Семья года Чеченской Республики». Рада сообщить, что в число победителей всероссийского конкурса в номинации «Золотая семья» вошла семья Барзанукаевых из города Аргун. Сегодня мы с вами собрались на заседание Республиканского организационного комитета, чтобы обсудить результаты проведенной работы, а также обозначить дальнейшие цели и задачи. Министр труда, занятости и социального развития Усман Баширов рассказал о ходе исполнения поручений руководителей субъекта. Так был предусмотрен план из 66 мероприятий, 23 из которых уже проведены. Благодаря поддержке регионального общественного фонда именно первого президента Чеченской Республики героя России Ахмад Хаджи Кадырова Далгаза Побалдойцина такие мероприятия в республике проводятся регулярно. Однако хочу отметить, что несколько значимых мероприятий всероссийского масштаба, где принимали участие семьи из нашей республики на международных выставках ВДНХ, в Всероссийском семейном форуме «Любимые родные». Был организован стенд, где победители конкурса «Семьи года 2017» семья Эльдрахана показали традиции, обычаи и ценности чеченского семьи, что привлекло большое внимание к чеченской культуре в ряде семей. В всероссийском конкурсе «Семья года 24» от Чеченской Республики участвовала семья Барзанкавых, которая вошла в число победителей в номинации «Золотая семья». Кроме того, хочу подчеркнуть огромную работу духовенства республики, которое через СМИ, дополнительные и образовательные программы занимается духовно-нравственным воспитанием молодежи и населения в целом. В республике много различных комитетов, направленных на снижение разводов между супругами, выявленные при поддержку семей и детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Уважаемый Айшат Рамзановна, спасибо вам за внимание и поддержку координации и реализации плана мероприятий и развития Института семьи Чеченской Республики. Также Айшат Кадырова отметила, что по поручению руководителя субъекта от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова всем детям погибших участников СВО Республики будет выделено по 10 тысяч рублей. Денежные средства, переданные главам районов, они в свою очередь распределят их среди получателей. К учебному году подготовиться от регионального общественного фонда, выделить сумму денег, так что школы штицан, так это поручение, по итогам сегодняшнего заседания будет составлен протокол и перечень поручений, который будет направлен всем участникам оргкомитета. Ожидается, что год семьи станет важным шагом укрепления семейных ценностей. Рамзан Абуев, Медина Мударова, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Семьям с детьми участников погибших в ходе специальной военной операции передали денежные средства по 10 тысяч на каждого ребенка. Акция охватила весь регион. Она проводится на регулярной основе и призвана помочь ребятам исполнить скромные желания перед походом в школу или детский сад. Абери да абельча. Тиден бош битин бацак сертхо. Дагмяляч тидал сада ялкантуса. Дюшве. Дагмяляч шбаца ишейцер. يلمعليش هم لوشوسا دوخ что постоянно. دي ريز خيلتان مسانا غودا متشخينا حقالش تاع اختشن تاع غودا دي ريز خيلتان مسانا لسنديل حوش بمسومة تاع ديش يوش غودينا ديش تعطوس غودينا.
Помощник главы, куратор сферы здравоохранения Хутмат Кадырова с инспекцией посетила строящийся в Грозном центр лечения и реабилитации детей. На стройплощадке развернулись масштабные работы. Медицинское учреждение будет оснащено 150 койко-местами, а его общая площадь составит более 15 тысяч квадратных метров. Рабочие занимаются кладкой кирпича и заливкой бетонных каркасов. Чиновницу ознакомились с ключевыми деталями строительства. Рабочие отметили, что все идет строго по графику. Хутмат Рамзановна поручила не снижать темп работы и обеспечить высокое качество. А максимальное количество времени? Ну, по времени, в любом случае, يخشى نبدأ 3 августа, وتشكل دقنا المغادر فرمان ثاني. في حلقة دولة وساكن بيتنا، إيش تفسير وتيروي. Да, مقوى. Да, مقوى. Первый пятничный намаз жители высокогорного селения Урдюхоя совершили в новой мечети. На торжественном открытии присутствовали муфти Салах Хаджи Межиев и почти все местные жители, которые выражали уверенность, что святыня станет центром духовной жизни и символом сплоченности. О том, как прошла церемония, репортаж Турпалали Тайсумова. По просьбе местных жителей меньше чем за год, благодаря общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, в селе Урт-Юхой Шатойского района возвели данную святыню. Она названа в честь известного местного жителя Берса Хаджи Исламова, жившего в этом крае еще в 19 веке. Поздравить местных жителей и представителей религиозной общины с открытием пришли официальные лица. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров, глава Шатойского муниципалитета. Муфти региона Салах Хаджи Межиев в своем обращении назвал этот день значимым для всех присутствующих. مجد جديد تكون الله دين دوش دي خرنا ويبقى رمضان عشرة الآن شوي لزا ويمخنا أنا أيمان عشرة سارة شيء شمس وخيل عمد الله بيكتي جوك دلله ديل خصم خزدعوية نقتهن قرآن شعدال بوه بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم أشخم بح لأزيدنكم شو صوت دوش عني عيروات شابوه دال شاءلك بقدول شاء شاردين بوه دالز دير عني عير موات شاء شو صوت دوخ شاء. Площадь святыни 320 квадратных метров. Она рассчитана на 500 человек. Потомок Берса Хаджи Хамид Берсанов выразил слова благодарности за такой огромный подарок. По его словам, о новом доме Всевышнего здесь мечтали сильно, но не думали, что реализация пройдет так быстро. دقر مسارة دقر خلينا سنشوف في قال يشوتوش ليل ريز خيل شخيلة تشمطو هنا دال أتبايل خير. Перерезав красную ленту, почетные гости открыли святыню. Просторный зал и прохладная атмосфера. В таких условиях совершать поклонение Всевышнему будет приятно абсолютно каждому верующему. В уютной обстановке совершили коллективную пятничную молитву, а обязательную проповедь прочитал Салах Хаджи Межиев. В ней он отметил, что люди всюду и во все времена должны помнить о Всевышнем Аллахе. Намазы необходимо делать вовремя. За это уготовлена весомая награда. Совершать благие поступки в доме Аллаха – это истина, укрепляющая веру всего общества. Жители выразили восхищение после первого намаза, прочитанного здесь. رمضان حجنا از رسی یوقش پچالقی ترک بالخو وتنان ایمانی حجو ساق دوخشو دا قبول دیلق تیر ساق تیر بیرکت از حالدین حسومی قریدیل حسومی تاخنا وی خز دیخ ایرسی دیخ قوی الحمدلله باغ دیشلی دال است وی ایمان سادوخش دین سادوخش برتع باش تاختیه بیختیش بيختي خليل خير ويديغ سميل دشتو ميجيك
Данная святыня стала 1459-й. В завершении гости прочитали Мавлид, прося Творца и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, о милости. Турпал, Лолит Айсумов, Шамсудин Джабраилов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. В селении Бельтуаюрт прокладывают новую асфальтированную дорогу при содействии вице-премьера Айшат Кадыровой. Она имеет важное социальное значение, поскольку ведет к местной поликлинике, школе и мечети. Сколько километров трассы приводится в нормативное состояние, расскажет Мадина Уцалчиева. Глава республики и вся его команда в правительстве открыты к диалогу и готовы работать во благо нашей родной Чечни. Именно так недавно Айшат Кадырова написала в своих социальных сетях, где попросила жителей региона поделиться беспокоящими их вопросами, просьбами и проблемами в курируемых ею направлениях. Запросов было немало, руководство субъекта постаралось ответить всем. В числе тех, кто получил обратную связь, был Умар Абуев. Он живет и работает в Грозном, однако часто бывает в своем родовом селении Бельты, в Нажаюртовском районе. Долгое время там остро стояла проблема с качеством дорог. Из-за того, что не было никакого покрытия в сезон обильных дождей, передвигаться по ним было тяжело как пешеходам, так и автоводителям. Когда мужчина увидел публикацию от Айшат Кадыровой, он незамедлительно ей написал. Ответ не заставил долго себя ждать. На месте задействована бригада из 10 рабочих. Общая протяженность дороги будет составлять больше 3 километров. Процесс укладки идет очень быстро. Выложено уже 1700 метров асфальтобетонного покрытия. На каком этапе? Бог почти юкебел алмига духтахан юколт яхбер буаркана дал муачак бер букар. Нахана бог эту букар дал муане биеш мабай масана таган масу дикневоне лил шутак. Чо бог эту букар. За многие годы своего существования количество населения в селении сильно сократилось. Однако даже переехав, бельтоевцы с трепетом приезжают сюда снова и снова. Они поделились многочисленными историями, как в дороге могла застрять не только машина, но иногда и лошадь. Умар из Тамула в 80-х годах переселился в Гребенскую станицу в Шилковском районе, но регулярно навещает родительский дом. Этот день для него по-настоящему долгожданный. 89 год, я мекштехери. Опоздно школы, это процентов 90 адам бухты кузары. Но для проживания, да, невозможно, может, цену штекер. Инда свахин тхосился халадо, че это белчу, че чуарва кет, кто дешто, цену штешто. О халдер хока, о халду бол, да, цер. О юртиса, мыши юрти, эти хал хат кегош. Не кет ва халдер юртва, о халдер. Eens met China, I basta hacken there. Hanna kid улица Ауладу. There is hold of. Кроме того, сегодня решили свои проблемы и другие, обратившиеся за помощью к Айшат Кадыровой. Денежные средства от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова передали обратившимся для решения жизненной ситуации. Самокшалицаны проблем шелша обратиться денерас к Айшат Рамзановне цосуна година. Эти люди столкнулись с разными проблемами, но нашли помощь в лице Айшат Кадыровой. Приехал сюда, вот мне повезло, что вот именно этим человеком оказался, который вот... У меня друг есть, он сказал, что вот такая акция есть. Я у него номер взял, написал, ну, честно, не думал, что ко мне позвонит, сначала не поверил. Я говорю, мало ли там это розыгрыш, там, ну, всякое бывает. Очень благодарен за предоставленную возможность. Отблагодарить хотел бы еще вот Айшат Кадыров за такой презент. Очень приятно.
Обратиться к Айшат Кадыровой по 9 курируемым ею направлениям может каждый желающий. Контакт для связи также указан в ее социальных сетях. Мадина Нуцалчиева, Ислам Ибрагимов, Лейла Муртазова, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Гудермесском муниципалитете идут работы по капитальному ремонту 2 школ. Это является важным шагом к улучшению образовательной инфраструктуры. Обновление учебных заведений направлено на создание современного и комфортного пространства в Мелчхинской и Верхней Нойбельской школах. Репортаж Лейлы Муртазовой. Мелчхинская средняя школа Гудермесского района состоит из 4 корпусов. Они построены еще в 20 веке. Сейчас тут идет капитальный ремонт, который позволит расширить помещение. Заменяются крыши, двери, окна, создаются все условия для комфортного обучения. Рамзан Баташев и сам был когда-то учеником данного учреждения. Сегодня он является директором и по совместительству учителем химии. Значит, делают ремонт очень качественный, полностью штукатурку сняли до кирпича, обработали растворами по борьбе с грибковыми. Здесь у нас будут 4 кабинета, где занимаются начальные классы, в 2 смены занимают. На конец учебного года прошедшего было 766 детей, ожидается в этом году 779. То есть увеличение, с каждым годом увеличение у нас идет. Это для нас очень большая поддержка. Коллектив Мелчхинской средней школы благодарит главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Родители очень рады, дети очень рады, специально приходят смотреть на ремонт, который нам делают. Вопрос ремонта школ был поднят на совещании по развитию Гудермесского района, где Рамзан Кадыров поручил максимально быстро решить эту проблему, после чего были незамедлительно начаты соответствующие работы. В рамках поручения главы региона еще одно учреждение претерпело изменения – в Верхнем Новбере. В нем обновляется сразу несколько зданий. Приятные перемены коснутся больше 1000 детей. На данный момент крыш поменять беш и плюс отопление полное юрьялош. Чурношег менять на так котельный юрьяшутра. Спортзал, пол менять заново юрьяшу из-за. Школ рассчитан 560 веранью, у 2325. Все строительные работы завершатся к 1 сентября. Дети этих сельских поселений после устранения ряда проблем свой учебный год начнут в лучших условиях, которые создало для них руководство республики. Отметим, что капитальный ремонт проходит и в других учебных заведениях Гудермесского муниципалитета, который не только создаст комфортные условия для обучающихся и руководящего состава, но и повысит привлекательность района. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. 100 школьников из Запорожской области приехали со знакомительной миссией в Чеченскую Республику. Для ребят подготовлена программа на 10 дней, в которую входит профориентация, мастер-классы и экскурсии. Образовательная программа «Университетские смены» реализуется с 2022 года для школьников из новых регионов. Грозненский нефтяной технический университет принимает гостей уже 3-й год. Более 500 ребят уже посетили стены учебного заведения в рамках акции. В этом году это первый заезд, встретили их яркой концертной программой. Мне очень понравилось, так как нас очень добродушно встретили, и, в принципе, республика встретила нас своей красотой, своими невероятными людьми, и просто мы невероятно рады, что сюда смогли попасть. Смена только началась, но, в принципе, уже у нас миллион эмоций. Мы только заехали, только первые пару часов, но на самом деле мы себя чувствуем максимально комфортно, как дома. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.